возможно, бы уже подрался бы за пояс. Предложили вот нам бой с Григорием Поповым. Ну и мы, конечно же, от такой возможности не отказывались, потому что это громкое имя. Столько бью, а он идет. Я думаю, что им движет. В Москве ты тренируешься с командой Гор ММА. Допустим, если там ты будешь в компании 3 миллионеров, ты будешь 4-м. Также и здесь. В такой компании ты тоже поднимаешься очень быстро. То есть я уголь возил на смену, сам тоже кочегарил. Ну, в принципе, понравилось. Поначалу хорошо было, потом, когда он мне сказал, типа, я тебя не выпущу, я говорю, серьезно не занимался, не отдавался вообще. Я просто то ходил, там день походил, на месяц пропал. Это смесь киберспорта с физическим спортом. Нужна именно зрелищность. Зрелищность, да? Да, потому что сидел звездное жюри, и они как бы оценивают. Когда у меня первый бой был в июле, я говорю, мама, у меня там, короче, бой будет. Они говорят, ты там вообще чем занимаешься? Всех приветствую, это подкаст Тамары Стоп, и сегодня у нас в гостях профессиональный боец смешанных единоборств Артем Будко. И спасибо за предоставленную локацию ресторану «Зеленый город». Артем, приветствую. Приветствую. Как дела у тебя с приездом? Спасибо большое, все хорошо. Для начала расскажи, откуда ты сам родом, как прошло твое детство. Сам я родом, получается, вот из республики Саха-Якутия, Кобяйского района, поселка Сангар. Там, получается, я родился, прожил все свое детство до 20 лет. Да, я прожил там. Также оттуда уходил в армию, служил. Туда же вернулся, там работал, и потом в 20 лет переехал в город Владивосток. А сколько раз ты прилетаешь в Якутию? Ну, стараюсь хотя бы 1 раз в год прилетать. Также я видел в запрещенной социальной сети в России, Инстаграме, как ты общаешься на якутском языке, там пишешь. Ты понимаешь якутский язык? Ну, как пару слов знаю, так на самом деле свободно не могу вообще общаться. Это так по приколу, да, там пишешь? Ну, какие-то знаю такие базовые слова. Так, если что, у друзей спрашиваю. Ну, круто на самом деле. Также в этой социальной сети я видел то, что ты работал кочегаром, верно? Ну, в котельной работал. Да, все верно. Я, получается, когда вернулся с армии, я первым делом устроился на работу. И вот попал вот на котельную, получается. Туда меня взяли, там я работал. А кем ты там работал и сколько работал? Ну, на самом деле, я работал там транспортировщиком топлива, то есть я уголь возил на смену. Ну, и бывало так, что сам тоже кочегарил. Вот. И получается, вот я на этой работе благодарен, этой работе тоже я заработал там определенную сумму, чтобы потом смог переехать в другой город. На самом деле это очень интересно, то, что у нас в котельных такие бойцы появляются, профессиональные, хорошие бойцы. А дальше, куда ты переехал? Во Владивосток? Да, я переехал в Владивосток, там, получается, поступил в колледж заочно и устроился уже на службу в Росгвардию, там служил. А кем там работал? Я работал в управлении медицинской охраны. И мы, получается, объекты охраняли. Как тебе было во Владивостоке после поселка? Было, в принципе, нормально. Ну, поначалу непривычно было, обратно хотелось, домой на родину. Но ничего, освоился, вот, работал, в принципе. Сейчас это тоже для меня такой родной город стал. Там много знакомых, друзей. А когда ты туда приехал, ты знал кого-либо? Вообще никого не знал? Не, у меня были там друзья, да, там пару человек. Вот, они тоже вот поддерживали меня. Партнеры нашего выпуска бургерная Джизи предоставила нам бургеры. Вот. Бирочка, смотри. Вот Джи-бургер и Бутчер-бургер. Какой будет? В одной... Вот этот, OG. Вот Джи, 3 говяжьих котлеты. Ничего себе они большие. Частенько у них заказываю. Очень такие большие, да? Очень большие. Первый раз такого буду пробовать. Приятного аппетита. Взаимно. Прям вот бомба. Как Арман Сарукян. Все, поехали. А как тебе? Сочный. Шутка, да? Блин, прикинь, перчатки забыли одеть. А, да ладно. Так тоже вкусно. Да, так тоже вообще. Он реально огромный.
Партнер нашего выпуска бургерная Джизи. Самые огромные бургерные в Якутске. Спасибо вам. Рекомендуем. Давай тогда перейдем к спорту. Твоя база кикбоксинг, верно? У меня база, получается, бокс, наверное, даже так скажем. Бокс. Да. Ты у себя в поселке занимался? Получается, как было дело, то есть я с 1 класса записался, был записан на секцию бокса в школе, по школе еще. И получается, но я сильно, как сказать, серьезно не занимался, не отдавался вообще. Я просто то ходил, там день походил, на месяц пропал. Ну, короче, это вообще я в счет не беру, потому что это несерьезно было. И получается, вот только после армии, когда я отслужил в 19 году, я, в 18 пришел и под конец. И в 19 году я вот встретил, там, получается, приехал тренер Кривошапкин Мухаммед Григорьевич, тоже мастер спорта России по боксу. И вот, получается, мы вместе с ним начали тренироваться. Полгода у него позанимался и потом переехал в Владивосток. И пока там искал работу, поступал, там прошло, получается, я в марте приехал 20-го, и только в 21 году, в январе месяце, я вот, получается, попал на... Я тоже хотел на бокс вообще попасть, боксом хотел заниматься. Но так случилось, что, как сказать, у Бога свои планы, он мне... Повстречался мне человек такой, как сейчас мой тренер, это Евгений Рохин. Он, получается, я к нему начал ходить на бокс, и потом мы постепенно с ним как-то начали так дружить, и я перешел в секцию ММА. И вот так уже по сей день я вот занимаюсь ММА. Я видел, у тебя хорошие есть результаты по кикбоксингу. По кикбоксингу тоже, да, в любительской я выступаю. По любителям. А когда ты начал заниматься? Тоже вот во время, тогда, когда в Владивостоке. Мы, получается, тренер мне как сказал, ММА, он же как универсальный вид спорта, то есть там все дисциплины. И поэтому мы, как сказать, чтобы быстрее набить опыт, везде обкатывались. То есть и по кикбоксингу, я там и по комплексному единоборству выступал, по рукопашному бою. Также по боксу тоже я выступал. Везде, где только можно было. Набирался опыта, можно сказать. Да. А результаты где были? И вот, получается, по кикбоксингу у меня как-то больше пошло. И в армии занимался там рукопашным боем? Не, в армии вообще ничего не занимался. После армии это пришло? Только после армии, да. Евгений Рохин, на самом деле, это ветеран российского ММА, также ныне боец АСА и довольно такой заслуженный человек в российском спорте. И как вы познакомились? Вот, как я говорил ранее, то, что я, получается, пришел там, арена спорта называется, спортивный комплекс в Владивостоке, и, получается, его пригласили туда на контракт, как бы он известен на Дальнем Востоке очень сильно, и его пригласили, чтобы он развивал арену, и, направление ММА. И, получается, вот я пришел, записался на бокс изначально, да, там просто пока тренера не было по боксу. И мне сказали, походи пока к нему. И я время терять. И пошел вот к нему, и вот так мы подружились. Коннект у вас сразу произошел, да? Как-то да, у нас как-то все равно так вот, как-то свела нас так судьба, да. Потому что мы до сих пор по сей день вот вместе. Постоянно у тебя в углу, да. Круто. А твоими личными боями всем занимается тоже он? Все, всем он как бы и менеджер по совместительству, и тренер. Как тебе дался переход в ММА? Первые тренировки, все вот это. На самом деле было интересно, то, что ногами можно бить, там бороться, всякие приемы. Очень интересно, да. В 19 лет не было ли это поздно, как сказать, без базы? Наверное, как-то, может быть, для кого-то поздно. Но он сам тоже говорил, что он начинал поздно, там 18 лет, он тоже по студенчеству начал заниматься. В принципе, зато я сейчас свежий, без травм, как бы полный энтузиазм, чтобы тренироваться. Поэтому, просто бывают некоторые такие, то, что с самого детства начинают их гонять, и они уже к зрелому возрасту уже начинают, как не хотят, перегорают. А я, наоборот, сейчас такой в обойме. У тебя очень много профессиональных боев, прям в этом году даже 4. И как ты находил их? Обычно, можно сказать, любителям очень сложно переходить в профи, находить бои, а вот у тебя... Это Евгений Александрович, да, все находит все бои для меня, И вот мы выступаем, получается. Также тоже там, мониторим, бывают какие-то где-то турниры, закидываем туда заявки. В основном, да, вот Евгений Александрович все находит.
это твое желание столько выступать? Много? Ну да, почему бы нет, если травм ничего нет, то как бы зачем проставиться? Тем более у меня уже как бы возраст уже такой подходит. Как бы. Ты сейчас на пике, можно сказать. Ну, да? я это даже не... Подходишь, точнее. Возможно, да. Возраста. Вот, поэтому надо выступать, драться, везде выступать. Тренер тоже такого же мнения. Если честно, я вот узнал о тебе после боя с Григорием Поповым, с экс-бойцом UFC, и широкая публика тоже, думаю, о тебе после этого боя узнала. Как появилась идея этого боя? Получается, я тогда в июле месяце я провел бой на Сахалине. Там как раз еще Денис Андреев дрался. Вот. И после Сахалина я уже задумался о переезде в Москву. И получается, я сказал, что сейчас там доработаю до конца года и потом буду переезжать. И как раз тренер тоже искал бой на апрель. Там знал, что будет в Владивостоке бой. Ну, турнир проводится. И получается, он там связался и предложили вот нам бой с Григорием Поповым. Ну и мы, конечно же, от такой возможности не отказывались, потому что это громкое имя. В принципе, для нас победа – это большой взлет, а как бы поражение, в принципе, мы ничего не теряем. Ну и вот так вот у нас получилось. А почему ты думаешь, Григорий согласился на этот бой? Ну, Григорий тоже, насколько мне известно, сам хотел подраться, и как бы ему не важно было, с кем драться. Вот. С молодым проспектом, там вот это... Ну, я думаю, да, это... Ну, Григорий, я думаю, не того, как сказать, как характер, чтобы отказываться от кого-то, он любые вызовы принимает. А у тебя был ли мандраж перед боем с ним? Ну, или волнение такое? Волнение, да, все оно всегда присутствует. Так, как бы, ну, для меня как бы и как бы тоже хотелось с ним подраться, потому что это, ну, большой вызов для меня был на тот момент. Да. И победа даст большой толчок, да. Давай перейдем к бою. Бой был такой зрелищный. Первый кровавый, можно сказать. Первые 2 раунда ты уверенно забрал, потом в третьем чуть подсдал. Как ты помнишь бой? Ну, так, если сейчас вспоминать, то получается, да, первый раунд у нас, по-моему, очень хорошо прошел. Мы всю дистанцию контролировали, как сказать, все по плану действовали, с дистанцией работали. Потом во втором раунде тоже, в принципе, все хорошо шло. Борьбу, в принципе, мы тоже контролировали все. Потом в третьем раунде, да, как бы чуть концентрацию потерял во время боя. Как бы, ну и Гриша тоже меня, как сказать, поразил меня тем своей стойкостью, то что, ну, опыт все равно, как бы у него. То, что я как бы столько бью, а он идет, я думаю, что им движет. Я прям в моменте это сейчас прям вспоминаю, то, что у него прям кровь из носа все течет. Я смотрю, он все равно идет, он прям, и как бы я так начал чуть как будто чуть концентрацию терять. Вот опасный момент он тоже мне там успел создать во втором раунде. Все хотя подумали, что в третьем, когда он меня начал душить. В третьем раунде, хотя в третьем раунде ничего не было, вот во втором было, да, гол плата его. Я не помню. Под конец раунда там было, да. После боя вы поговорили с ним? Да, я подошел к нему в раздевалке, мы, как сказать, пожали руки, все так, пару словами обменялись, ну и все. В теплых отношениях? Да, конечно. Ты упомянул, что переехал в Москву. И в каком году это было? Получается, вот 25 февраля месяца. Почему ты туда переехал? Ну, потому что там тренер живет, и там тренируется. Ну, как бы давно меня туда звал. Потому что, ну и в принципе там оттуда выезжать легче на соревнования, там соревнований много проходит, и в принципе там уровень, ну, всего выше. А ты занимаешься только единоборствами в данный момент? Ну да, и по любителям тоже выступаю. В Москве ты тренируешься с командой ГОР ММА, верно? Да, все верно. Смотрел. И как ты туда попал? Ты расскажи про команду вообще. Мы как бы тренируемся, там помогаем друг другу. Попал я туда, тренер поговорил насчет меня. И получается, вот так и оказался там. Как тебе опыт с этой командой? Все-таки там есть много бойцов UFC. Опыт очень хороший, я там очень сильно набрал. В плане и ударки, и борьбы. Я когда туда пришел, я вообще был зеленый, можно сказать, там. Вот поэтому постепенно вот с ними набираю, каждый друг другу помогаем. Вот. Также бойцы UFC, вот там Богдан Гуськов очень тоже много советов всяких дает там, и не только.
поддерживают, там Вальтер Уокер, Сергей Павлович, вот, Евгений Александрович тоже там, вот, Гор сам тоже помогает, подсказывает, поддерживает на каждом этапе. Круто, на самом деле, с такими бойцами и тренерами можно только расти. Да, вот правильно говорят, допустим, если там ты будешь в компании 3 миллионеров, ты будешь 4-м. Также и здесь, в такой компании, ты тоже поднимаешься очень быстро, растешь. Есть ли там спарринг-партнеры, которые твоего веса, можно сказать? Да, там есть. Там много ребят? Там получается, ну, не так много, но все равно как бы нас достаточно. Там человека 5-6 точно есть. Вот там бразильцы, вот, тоже хорошие ребята. А где еще ты тренируешься? Или ты только там тренируешься? Ну, там тренируюсь, в основном у нас все утренние тренировки там, и основная подготовка тоже там. А так вечером мы с тренером сами там в тренажерный зал ходим, и мы там, допустим, там беговую какую-нибудь делаем, там силовую. Вот, и по субботам мы, бывает, ходим тоже к нашим друзьям, это MVP Fight Gym. Там, получается, мы на борьбу ходим. Либо когда там к турнирам готовимся, там вес подгоняем тоже. Расскажи свой вот тренировочный процесс перед боем, как проходит. Получается, ну, понедельник это у нас спарринги с утра, потом вечером у нас с тренером работа, там вот, я как говорил, силовая, либо там функциональная, там вот такие вот делаем работу в зале. Потом во вторник у нас это борьба утром, вечером у нас тоже с тренером мы персонально работаем. В среду спарринги тоже у нас по кикбоксингу, потом вечером также с тренером, но ходим в этот легкоатлетический манеж еще. Вот добавили такие тренировки, там вот тоже хороший тренер есть, такой призер Олимпийских игр. Вот мы тоже ему говорим, какие нам надо показатели поднять, и он дает упражнения на каждые наши просьбы, то, что просим. Да, и благодаря вот то, что туда ходим, тоже я вот заметил, как у меня ноги стали лучше работать, дышать стало лучше. Вот. Потом в четверг у нас также борьба, вечером с тренером тоже персонально, и в пятницу спарринги, и вечером также с тренером. Ну и в субботу, получается, у нас мы идем вот тоже на борьбу. А как тебе дается вообще борьба? Ты же, по идее, представитель ударного вида. Ну да, больше ударник, да, как бы, ну, понятно, что борьбу освоить там так, как скажем, быстро не получается. Кому-то, может, легко она дается, ну, как бы я бы не сказал, что мне она легко дается. На самом деле, очень интересный вид спорта, там реально пахари работают. Вот я теперь понимаю, насколько Хабиб пахарь. Просто, когда занимаешься этим видом спорта и понимаешь, насколько люди пашут там, очень сильные ребята, да. Ну, во всяком случае, стараемся мы работать над защитой от борьбы. Кто из ребят из зала тебе больше помогает? С кем ты больше дружишь? Ну, если не брать счет твоего тренера. Ну, да, тренер, понятно. А так, да, в принципе, мы все друг другу помогаем. Там нету кто больше, кто меньше. И в плане, так, в основном там Богдан хорошо очень помогает, наставляет. Не только, как сказать, там, что-то показывает, какие-то там, да, там, фишки, не фишки. Он еще как морально тоже помогает, наставляет, там. Если где-то ты начинаешь, как сказать, там, жалеть себя, он, как сказать, не дает тебя жалеть. И ты потом понимаешь, блин, в натуре, оказывается, все в голове. Старшие ребята, в общем, хорошо помогают. В декабре в Абу-Даби проходили игры будущего. Я вот не понял, что это, чуть-чуть можешь рассказать? Там, видел, ты бой прошел, еще там что-то с компьютерами связано. Я чуть-чуть не понял, что это. Да, такой тоже, мой первый опыт был. Игры будущего, это, получается, ежегодный турнир. В 23-м году он проходил у нас в России, в Казани. Вот, и там, получается, задумка такая, как я понял, то, что это смесь киберспорта с физическим спортом. И, получается, там было много разных дисциплин. Это вот наши ММА, потом футбол, баскетбол, там на дронах летали, потом робототехника, там роботы дрались. Потом, ну, вот это КС, Дота, вот, ну, так, сам киберспорт. И, получается, вот туда все съезжали с разных уголков мира. И каждый представлял свою дисциплину. И вот, получается, мы вот в ММА, у нас первый этап был, это играть в игру Fatal Fury. Игра вот называется, да. Там, получается, у нас было 3 раунда.
То есть 5 раундов. И надо было одержать 3 победы. 3 победы одержишь, тебе максимальное количество очков дают. И потом 5 минут на перестраивание, и потом идешь, дерешься. Да. Ничего себе, интересный формат. Да, и там получается только, у нас был, получается, 3 раунда по 4 минуты. Не 5 минут, а 4 минуты, да. Это как было, типа как любительское или полупрофессиональное, можно так назвать, да. Поэтому как бы там шорт-доп никуда не шло. Вот, и, в принципе, вот там, который уровень организации был, прям просто мне вообще прям зашел. Расскажи подробнее, что ли. Ну, начиная от того, что даже когда ты вот там взвесился, тебя сразу там к врачам, врачи тебя проверяют, там подписываешь бумаги, что там с тобой все хорошо. Потом всю то, что одежду выдали, потом перчатки, руки там хорошо тейпируют, вот это вот классно понравилось тоже. Там разминочные комнаты все предоставили, там тоже трансляция шла, чтобы можно было отслеживать. И все, потом сам вот это вот бой. Потом после боя тебя тоже так же к врачам относят, тебя всего там проверяют. Потом подписываешь, что госпитализация тебе не нужна, то, что, ну, все нормально с тобой, отказываешься. Все. И, ну, просто вот они прям, отношение такое к бойцам, что прям следят прям за каждым моментом. На уровне, да? Да, прям вообще все понравилось. А как ты туда попал? Гор организовал эту поездку туда. Кто еще участвовал там? Ну, получается, наша команда, вот Гор ММА, ребята. Ну и там. Много, да? Да, нас много было. Ты провел бой и выиграл, если не ошибаюсь, верно? Расскажи про сам бой. Кто соперник был? Да, соперник у меня, получается, был из Америки. Американец? Да, американец. Эрик Мендес. Вот. Получается, в шорт-доге у него 7-1 рекорд. Ничего себе. Да, и получается, ну, у него также других боев тоже по кикбоксингу много, и также на кулачке он там дрался. Ну, такой титулованный был парень. Ну, почему был, есть. И вот, получается, ну, получается, нас вот с ним свели. Ну, все, как бы мы посмотрели, там в Ютубе один бой нашли с тренером всего его. И начали, ну, подразобрали его технику, ну, и под него, короче, план разработали. Мы заметили там слабые стороны его. И все, в принципе, то, что вот в бою я делал, в принципе, все получилось. Только чуть не получилось, можно сказать, как бы досрочно бой закончить. Чуть такой, как бы, стойкий оказался. Ну, и я где-то не дорабатывал, есть у меня такая. Так, победа уверенная была, да? Да, единогласно забрал. Поиграли то, что вы... По игре, да, тоже там, получается, 2-3 вышел. Ну, как бы по игре выиграл. Выиграл. Ну да, тоже там на тоненького по игре. Круто, круто. Также ты вот в декабре или в ноябре участвовал в съемках FCC One Round, верно? Да. Или раньше это было? В сентябре это было. В сентябре даже. Да, и расскажи про этот опыт, без спойлеров, конечно же. Турнир это или, ну, съемки, реалити-шоу? Ну, это, получается, новый проект, да, они выпустили. И там формат по 1 раунд, 3 минуты по правилам кикбоксинга в ММА-перчатках. Там, получается, ты, когда дерешься, допустим, если ты там по очкам как-то выиграл, и ты выиграл, как бы, это не факт, что ты проходишь дальше. Нужно именно зрелищность. Показать зрелищность, да? Да, там потому что сидел звездное жюри, и они как бы оценивают. Мы вообще, тренер мне просто скинул, вот то, что в Инстаграме увидел это объявление. Я подал анкету, думал, повезет, не повезет, возьмут, не возьмут, оп, и потом мне присылают, типа, что мы вас выбрали туда-сюда, приглашаем вас на участие в турнире. Ну и все, вот мы, получается, я обрадовался и поехал. Турнир, получается, да? Или контракт там дают за турнир? Да, кстати, вот, получается, если ты, ну, как бы проходишь успешно, все, тебе в конце дают контракт. А сколько человек? Там участвует сколько человек? Там, получается, десятки, по 10 человек каждый весовой. И сколько человек получает контракт? Один. Один с каждого веса? Каждый весовой, да. Я вот так, 70 килограмм, да, принимал, ничего не гонял. Нужно показать зрелище, да, чтобы получить контракт. Ну, круто, круто. И как тебе это опыт? Тоже вообще понравилось, в принципе, интересный такой проект. Я думаю, сейчас, когда выпуски выйдут, я думаю, потом много желающих будет туда. А когда выйдут выпуски, кстати? Завтра первый выпуск выходит, 15 января. И, получается, я думаю, каждую неделю будет выходить. Посмотрю, скинешь ссылку. Но... Вернемся опять к тому, что в этом году у тебя такой высокий темп, 4 боя, плюс вот этот игры будущее, еще один бой, и вот FCC One тоже, там были бои. И как тебе дается вот такая нагрузка? Да, в принципе, нормально дается, но в основном как бы мы упор делаем на ММА, потому что там надо самый больше вес гонять, а в такие, как бы, когда форматы я вот захожу, то мы как бы смотрим, ну, чтобы сильно вес не гонять.
Вот. А так самое тяжелое, это вот, да, конечно, это весогонка, то, что постоянно надо вес держать, гонять, тоже как бы для организма это не очень хорошо. Сколько ты весишь и сколько гоняешь? Ну, в межсезонье, получается, вот сейчас я 72-73 килограмма вот так вешу. Это после Нового года вот покушал? Ну да, вот так вот. Ага. Когда тренируюсь, в принципе, вот там 71, в принципе, у меня держится нормально. И вот потом, когда гоняю, вот 61. Так-то тяжело. Вот. Ну да, как бы. 10 килограмм, да? Ну, в принципе, как бы научился гонять, вот самое главное. Какой из этих боев в этом году профессиональных запомнился тебе больше всего? Ну, наверное, в июле месяце, когда я проиграл. В Питере, да? Да, в Питере. Много из-за этого загонялся, думал. Вот. Ну, я в этом бою как бы сам виноват, там, никому ничего, как сказать, ни сопернику, там, ни как тренеру, там, ничего, конечно, я сам только на себя могу обижаться, потому что там реально я сам не доработал, сам я был виноват. Ты третий раунд же забрал. Ну, я не знаю, какой я там, какие мне раунды дали, честно, я не знаю. Ну, там, да, раздельно я проиграл 2-1. Как бы, если мне сказали, типа, если бы ты в третьем раунде больше бил бы, как бы, тогда бы могли бы тебе отдать. А я почему-то думал, что я веду бой, и как бы думал, ну, как сказать, малой кровью, типа, обойтись. Ну, как бы, вроде контролировал, так, чуть настукивал, обозначал. Ну, и по итогу, короче, парню отдали. Как тебе вот это удалось в эмоциональном плане? Как ты справился, точнее, с этим? Ты же вот говоришь, загонялся. Нолик вот потерял. Ну, первое поражение, да, то, что, ага, как бы, ну, неделю так, как сказать, вообще не тренировался. Просто там, как сказать, ходил там, гулял, как сказать, там, просто, ну, чтобы вообще мысли от этого отошли, от боев. Вот. Ну и потом, в принципе, с тренером посидели, поговорили, он тоже работу свою провел. И вот я вернулся. Ну, на самом с большей деле, мотивацией. Поражение бывает почти у всех. Ну да. Также вот Ислам Махачев, он с поражением, ну ничего, чемпион. Так что желаю тебе не унывать. Спасибо. И ты отквитал поражение, уже 2 победы одержал после этого, верно? Да, получается. Да, и какая из побед тогда запомнилась больше? Самая большая, которая запомнилась, ну, наверное, с Гришей. Как бы, то, что такой важный для меня бой был. Действительно, вот видишь, вот ты, Гриш, узнал меня после этого боя. В Минске, да, вот я когда подрался, тоже, в принципе, такая значимая победа. И вот, ну, тоже значимая победа, это вот в Хабаровске вот сейчас, когда дрался, 13 декабря в Платиновом арене. Там тоже, в принципе, такой очень достойный соперник был. Какие у тебя планы вообще в дальнейшем? Какую лигу ты метишь? Ну, там, получается, я думаю, не секрет, что все как бы в высшую лигу хотят попасть. Ну, дай бог, получится, конечно. Ну, а так, тренируемся, там как бог уже даст. А в российские лиги вот какие импонируют? Или ты целишься именно на UFC? Да нет, почему? Российские лиги тоже хорошие. Вот, хотя бы было бы так, неплохо бы в MVP пояс забрать для начала. Вот. А Как в бы планах есть, ну, переговоры ведутся по бою? По поводу пояса, бой за пояс? Да. Ну, были уже, да, такие как бы разговоры. Вот если бы в Питере не проиграл бы, возможно, бы уже подрался бы за пояс. Ну, может быть, в этом году удастся подраться. OpenFC тоже хорошая лига. А сам ты следишь за боями, за турнирами? Да, конечно. За своей категорией слежу. А какие лиги смотришь? Ну, OpenFC смотрю, MVP, ну, MVP, понятно, смотрю. ECA я не смотрю, ну, потому что, ну, не знаю, ну, хотя нет, вру, я смотрю ECA, там тоже за своей категорией, ну, там за несколькими людьми, вот, и получается... За тренером, наверное, своих. За тренером 100%, да, когда он там дерется. Ну, вот, получается, из зарубежных это UFC, и там чуть-чуть бывает Road FC смотрю, это корейская. Это где Набиев дрался, да? Нет, он другой дрался. А, он другой дрался. Я вот корейскую не смотрю. А кто твои кумиры в спорте или бойцы? Евгений Ерохин. Это понятно. Ну, Евгений Ерохин, да, вот, потом, ну, из UFC бойцов тоже, вот, Хабиб, Махачев, Ислам, Царукян мне очень нравится, Адесanya, Исраиль. Блин, на самом деле много у меня. Даже вот Шона Мэли мне нравится, Мираб. Петр Ян, это прям вообще тоже легенда.
по идее, ну, много бойцов. И вот самое главное, то, что я как бы, нет у меня такого, что я там именно за одним бойцом как-то слежу. Есть такое, то, что там вот за тем слежу, затем, и у каждого свое что-то беру, подсматриваю, учишься, да. Ну, Там, на самом деле. у каждого так понемногу там смотрю их фишки. Есть ли у тебя такие кумиры, можно сказать, в спорте, не только в бойцов? Спорт. С кого ты берешь пример? И можно даже не в спорте, а так. Так, ну, если, ну, по спорту начну. Вот мне Буайса Сайтив, вот, покойный, Царство Небесное. Вот он, да. У него нравится как ход мысли, как он мыслил, как он говорил. Вот прям такой. Мухаммед Али тоже нравился. Тоже очень грамотный был. Трешток у него такой был, тоже грамотный. Рой Джонс, потом Ломаченко. Бокс у него очень, считаю, что у него самый лучший бокс. Ну, мое мнение. Так, сейчас не вспомню, конечно. Ну, в смысле, еще кого-то. Ну, вот, как бы, думаю, достаточно, кого назвал. А из якутских бойцов ты следишь за кем-то или общаешься с кем-то вообще? Из якутских бойцов, да, много с кем общаюсь. Вот с Денисом Андреевым, потом с Ахавресником у меня там парни есть. Там Октябрин Яковлев, там Барашков, потом ну, с Иваном Хлопковым тоже общаемся. Там вот из Триумфа пацаны, там Борис Федоров, Андрюха, это Тойбахонский. Кстати, я вот вчера видел, вы ходили в пловик ныряли. Да, мы ныряли. Это первый твой опыт? Да, это первый мой опыт был, именно что без распарки. Обычно я как бы там в бане сижу и потом иду там нырять в прорубь. Ну так легко. А именно вот я сказал, ну, Андрюха попросил, чтобы он меня свозил на свой кого там всех возит, прорубь. И вот, ну, в принципе, понравилось. Поначалу хорошо было, потом, когда он мне сказал, типа, я тебя не выпущу, я говорю, все, а у меня уже все, ноги начинают сводить, я говорю, давай выпускай. Пока не нырнул, не выпустил меня. Так, прикольно получилось. Еще пойдешь? Я бы еще бы сходил бы, да. Ну, не знаю, в этот раз, может, уже все хватит. Еще хорошо это потеплело. Да. Он еще подметил это, да. А так что, да, за пацанами, кикбоксерами, там Миша Иванов, Вадим Колтовской, ну вот, вся команда их. Общаешься с ними? Да, конечно. Я вот же когда по кикбоксингу, в принципе, с ними-то и познакомился, там у нас как раз ДФО было в Хабаровске, там с ними и познакомился. А самые твои, кстати, большие достижения не ММА, а вот кики и других видов, да, любительских? Ну, получается, я призер Кубка России по кикбоксингу, двукратный чемпион Дальнего Востока по кикбоксингу, потом по боксу призер тоже, чемпионат Росгвардии. И ты выступаешь за Владивосток, да? Или за Якутию? Сейчас уже за Якутию выступаю. За Якутию выступаешь. Раньше просто там служил, то что-то там выступал. И все, в принципе. Ну и так, получается, там по Приморскому краю у меня там то, что чемпион по рукопашному бою, там такие. Вот, да, также по кудо выступал, потому что я, как в кудо я попал, это, получается, тренер, когда контракт отработал свой, он обратно уехал в Москву. Я как бы еще какое-то время жил вот в Владивостоке. И он там поговорил с тренером по кудо, очень заслуженный тренер России, это Юрий Иванович Бородий. Вот. И у них там спортивная школа кудо, Бастион называется, и как бы вот я туда к нему попал. И тоже он со мной очень много работы провел, именно, вот, как сказать, комбинационный такой там, я начал ногами лучше потом работать после этого. Тоже там очень много набрал. И, в принципе, вот я с ним ездил по кудо выступать, по кикбоксингу. Вот. И в кудо у меня, конечно, не, как сказать, результаты не такие прям какие-то хорошие были. Особо у меня не получалось по кудо выигрывать. Там, не знаю почему. Там, короче, не подходит почему-то мне этот стиль. Какая из дисциплин тебе больше всех нравится? Ну вот кикбоксинг мне нравится, бокс тоже нравится. В Якутске, кстати, успел сходить на тренировки? Да, я, получается, когда приехал, походил, это вот с пацанами, с кикбоксерами, там с Мишей Ивановым, Вадим Клотовской был, Шелепанов, Вадя. Вот мы, получается, вчетвером, да, потренировались,
с ними все встретили прям тоже хорошо, от души прям. Потом я уехал в поселок, там в поселке сам тренировался, потом опять сюда приехал. А поселке тренировался? И сейчас приехал, вот хожу в Триумф, там с пацанам Денису Сазонову, там Борису Федорову. Че, как тебе там? Тоже прикольно все. Чем ты занимаешься, кроме спорта? Ну, кроме спорта, да, чем я занимаюсь? Хороший вопрос. Да, что там, гуляю, бывает, потом, что еще, в баню ходим, так, какие-то дела там делаем. А в Москве квартиру снимаешь? Мгм. Я заметил, ты верующий человек. Да. Ты православный? Это тоже хороший вопрос, потому что я, получается, не отношу себя как не, ну, как бы я христианин, но лично какой-то конфессии, там, православие, католики, там иудаизм, там, я к ним себя там не отношу никому, потому что, как сказать, я считаю, что в христианстве нет разделений, то есть, ну, Бог, Он един. А то есть у каждого там в православии, допустим, свое видение, в католичестве свое видение, там протестантов свое видение. И поэтому я считаю то, что, ну, как бы я христианин, но как бы конфессии никакой не отношу. А ты сам часто ходишь в церковь? Ну, бывает хожу в церкви, да. Ну, а так, ну, не сказать, что часто. Как семья и близкие относятся к выбору твоей профессии? Ну, И сколько у вас семьи? получается, нас в семье двое. Получается, сестра старшая и я. Вот. Ну, родители, в принципе, они как бы поддерживают мой выбор любой, но как все равно переживают, когда там мама не может смотреть, тяжело ей. Вот. А так, в принципе, ну, как бы, это твой выбор, но все равно переживают. А когда ты только решил заниматься ММА вот профессионально? Ну, они поначалу, просто я им говорил, типа, когда у меня первый бой был в июле, я говорю, мама, у меня там, короче, бой будет, там, трансляция там на ютубе будет, там, если что, хотите, посмотрите. Они сначала еще не понимали, что такое, там, они думали, так, чисто как-то там, как сказать, не так сильно все будет. А просто когда они бой посмотрели, там, еще бой такой тоже, там, кровавый получился. Они говорят, ты там вообще чем занимаешься? Ну, а так, в принципе, потом уже со временем уже чуть привыкли. Когда ожидать твой следующий бой? Ведутся ли переговоры или пока тишина? Ну, вообще, как бы, да, вот в феврале там должны были, ну, походу уже, как сказать, переговоры шли. Ну, не знаю, пока ничего не говорили, видимо, возможно, не будет. А если не секрет, в какой лиге? Там, по-моему, в Узбекистане хотели, да. Какая лига, да, не знаю, честно. Еще на будущем сейчас пока есть предложение? Пока не знаю тоже. Это все, тренер занимается всем этим, он мне просто говорит, вот, все, нам дали бой, все, готовимся. А ты готовишься? Да, я чисто готовлюсь, как бы это все. Ну, это вообще круто, на самом деле. Ну, в этом плане, да, то, что да. Голова не болит этим. Тренер очень большую работу делает, как бы, и все, как сказать, короче, как друг. Это круто, действительно, что есть такой человек рядом с тобой. Очень благодарен, да, вот благодаря ему сейчас вот я здесь сижу. Там определенный круг людей у меня уже знает, вот. Всему, чему научил, вот, да, благодарен ему. Артем, а какая у тебя мечта? Мечта? Да чтоб все, мир во всем мире был, так, что, чтоб родные как-то достатки были, в принципе. Ну и, как сказать, особо такой прям мечты нету, наверное. Ну, попасть в какую-нибудь хорошую лигу, подписаться. Вот. Дай бог тебе, чтобы попал в эту лигу. Спасибо большое, что пришел, посетил наш подкаст. Желаю много побед и подписать контракт. Спасибо большое. Тебе спасибо, что пригласил на подкаст. В следующий раз, как будешь, тоже запишем, надеюсь. Хорошо. Спасибо Все. большое.